В настоящий момент в республике насчитывается 1116 мечетей. 200 религиозных учреждений находятся на стадии возведения. Это в 1000 раз больше, чем, например, в 1986 году. Сегодня государство всячески поддерживает строительство культовых сооружений, потому что роль религии в духовном воспитании людей неоценима. Есть большие достижения, но вместе с этим существуют и определенные проблемы, которые не отметить нельзя. Кризис традиционного общества привел к пониманию того, что религиозные деятели фактически оказались не готовыми противостоять агрессивным идеям из-за рубежа и давать иное толкование шариатским наукам. Именно это и послужило поводом для решения вопроса о повышении квалификации действующих религиозных деятелей у Духовного управления мусульман республики. Ведь именно имамы формируют первоначальные знания прихожан об исламе, а потому именно от них во многом зависит атмосфера в среде верующих в целом. Не так давно в Сибае прошла аттестация имамов Зауралья, а сегодня они приехали не только участвовать на круглом столе и посмотреть мастер-класс об организации обучения основам ислама, но и получить заветные удостоверения участников дистанционных курсов повышения квалификации. Как нам завещал наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мы не прекращаем брать знания, продолжаем учиться. И сегодня для того, чтобы быть имамом, мало только знать религию. Сегодня для того, чтобы быть имамом, нужно знать еще и психологию, быть дипломатом, знать законы, знать конституцию и уметь взаимодействовать с другими организациями, религиями и с органами государственной власти. Мы сегодня проводили, на протяжении месяца проводили онлайн-уроки. Наши имамы, сидя дома, через монитор учились, и мы сегодня очень благодарны Башкирскому педуниверситету имени Мифтахиддина Акмуллы, что они согласились провести такие чудесные курсы повышения квалификации для наших имамов. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы уже не первый год реализует федеральный проект по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. И очень здорово, что сегодня в Сибае, в столице Зауралья, мы проводим сразу несколько мероприятий. Это и круглый стол, и мастер-класс, и завершение образовательной программы «Теория и практика управления мусульманской религиозной организацией». Сегодня наши слушатели, а их 50 человек, это имамы Мухтасибы Зауралья, получат удостоверение о повышении квалификации. Надеемся на плодотворное сотрудничество как с Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан, так и с представителями Зауралья. В целях поддержки отечественной системы религиозного образования светские учебные заведения закрепляются за религиозными в качестве вузов-партнеров. Яркий тому пример – сотрудничество Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России с Башкирским государственным педагогическим университетом имени Мифтахиддина Акмуллы. Дистанционные курсы, которые закончили наши имамы, и есть результат данного сотрудничества и реализация федеральной программы духовного образования. На мероприятии особое место было отведено обсуждению пунктов так называемого нового закона Яровой, который устанавливает четкие, порой и строгие требования к деятельности представителей духовенства. Конечно, данный законопроект вызвал бурное обсуждение в обществе, но в конечном итоге он все же был принят. Ведь главная суть перечня законов по задумке автора сводится к ужесточению мер по недопущению экстремистской и террористической активности в нашей стране, что, к сожалению, не теряет своей актуальности. Елена Афанасьева, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гулькина Раскильдин, телекомпания СТВ.